Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за вашу прекрасную поддержку в виде комментариев и лайков и за вашу помощь. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что скоро выяснится и что точно решится. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою ситуацию и загадайте, пожалуйста, свой срок. Только не загадывайте слишком долгий. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Девушки, мои хорошие женщины, вы знаете, что какой-то мужчина вас ищет? Прям ищет. Во все уголочки заглядывает, у всех людей спрашивает, про вас спрашивает. Смотрите, вы все разные, отсыпка у нас общая, да, и у каждого отыграется по-своему. А у кого-то отыграется, что прям влюбился, да, ищет вас, как любовь всей своей жизни, самую желанную женщину в мире. А у кого-то отыграется чисто профессиональный интерес. Да? Может быть, вы чем-то таким занимаетесь, и он хотел бы к вам обратиться. Либо хотел бы, например, предложить свои услуги. Но вот ищет. Мужчина, кстати, очень даже и приличный, хороший мужчина. Нет каких-то хвостов у него, как знаете, все в порядке в жизни. Вот как все сложено, очень такой аккуратный, ответственный, порядочный и целеустремленный человек. Ну, прям ищет. Ищет и скоро совсем найдет. Кстати, вы очень удивитесь. Вы очень удивитесь, когда узнаете, кто конкретно вас ищет. Но это такой маленький спойлер. Так, еще какая-то маленькая тайна, какой-то маленький секрет с очень серьезными последствиями. Смотрите, здесь сидит маленькая белая сова. Она сидит с вашей стороны, с правой стороны. И видите, в клюве у нее маленький такой полумесяц. Это скрытая информация, это секретик, это тайна. Это какие-то, знаете, как элементы необходимые, но утраченные, либо закрытые. Совсем скоро это выяснится. Причем выяснится самым случайным образом. Знаете, как информация сама на вас выйдет. А вы скажете: боже, да это что я искала. Вот прям в руку пришло. Тут даже такой элементик чуда просматривается. Но я скажу просто, это везение. Либо время пришло вам с этим разобраться, либо узнать этот секрет. Слушайте, приятно, вам будет очень-очень приятно. Так, с левой стороны вышла женщина с большой лопатой. Что-то она для вас яму роет. И я вам скажу, старается, очень старается. Не исключено, что эта женщина, возможно, какую-то подрывную еще и работу ведет. Знаете, подорвать вашу репутацию, перевести на вас стрелки, вас в чем-то обвинить, где-то вас подставить, показать вас в каком-то невыгодном свете. Что-то она прям суетится, очень суетится. К сожалению, что-то она про вас знает, да? Может быть, вы с этой женщиной по неосторожности делились своим сокровенным. Может быть, она где-то насобирала эту информацию. А может быть, вы как-то с ней постоянно вот сотрудничаете, допустим, да, работаете в одном офисе, либо на одном предприятии. Много у нее там этих, как козырей в рукавах. Для вас большой неожиданностью станет, что именно эта женщина причастна вот к таким нехорошим делам. В яму, конечно, вы в ее этот капкан не попадете, но будет неприятно. И я так понимаю, что будете с этой женщиной разбираться, ну, по крайней мере, у вас есть законный вопрос, да, за что и почему. Ответ очень банальный. Ответ одно слово – зависть. Она вам завидует. Вот поэтому так и суетится, поэтому так и себя ведет. Она и завидует, и боится. Да, завидуют тому, что вы моложе, красивее, умнее, спокойнее, выдержаннее, талантливее, понимаете?
вот этому завидует, и этого же и боится. Может быть, за свою шкурку боится. Боится, что вы ее там где-нибудь подсидите, либо выберут вас, на вас обратят внимание. Вот этого боится. И прям, смотрите, такую суету развела. Копает и день и ночь копает, понимаете? Но в яму вы точно не попадете. Знаете, вот как к яме приблизитесь и вовремя увидите, что дальше нельзя, да? Дальше больно будет. Как-то вовремя остановитесь. Но с этой женщиной вы разбираться точно будете. Выяснится, прояснится, что она ваш недоброжелатель. И здесь я вам советую принимать радикальные меры, потому что она не успокоится. Ну, представляете, человек завидует и боится. Это же адская смесь. Это же ужасно, ужасно. Зависть, я всегда говорю, зависть — это самое страшное, что может случиться с человеком. Она разъедает и сердце, и душу. Полностью мозг в темноту помещает. Да? Поэтому вопрос этой женщины нужно будет решать, и решать как можно скорее и жестче. Да? Жестче, и там не жалеть ее особо. И вот так развязывайтесь, расходитесь с ней подальше. Ну, с головой она явно не дружна, а зависть ее до хорошего не доведет. Она ведь не только вам советует, она и другим советует. Еще с левой стороны какой-то коршун, который, ну вот знаете, он коршун, он говорит, нет, я не коршун, да, я белый голубь, я голубь мира. На самом деле когти огромные, клюв огромный, и это хищная птица. Это мужчина, который пытается себя отбелить, выбелить и показать себя вот такой вот птицей мира, да? Что я очень хороший, я очень благородный, мне можно довериться, да, я просто святой, да, вот такой мужчина. У одних девчонок отыграется, что вам кто-то на этого мужчину глаза откроет, так и скажет, что зачем ты ему веришь, зачем ты с ним связываешься, мужчина ужасный, он никого не любит, он только всеми пользуется. Он живет только и действует в своих интересах. А у кого-то отыграется, что вы начнете какие-то факты сопоставлять, да, ну вот как глаза начнут открываться, и скажете, о, не-не-не, мне с этим мужчиной не по пути. Вот прям глаза откроются. И будете тоже как-то с этим мужчиной расходиться, знаете, как море корабли. Но вот с мужчиной вижу, что вы спокойненько сможете разойтись. Все нормально здесь будет. Главное, что вы поняли, кто он есть на самом деле. А с такими мужчинами действительно лучше дел не иметь. Ну, по крайней мере, себе дороже будет, да, если с таким мужчиной связаться. Так, еще с левой стороны, опять же таки, вышел знак, который указывает на некую опасность, на некие опасные действия. И смотрите, здесь 50 на 50. С одной стороны, вы понимаете, что этим заниматься не стоит, что это чревато, что могут быть какие-то последствия. Но, видя чей-то пример, причем достаточно удачный пример, вы думаете, ну как же, им можно, почему мне нельзя? Если они могут сухие из воды выходить, почему со мной какая-то неприятность случится? Знаете, будете до последнего колебаться, и вот вижу, что все-таки примете правильное решение. Мои хорошие, в тот срок, который вы загадали, прям совсем в тот срок, который загадали, откажитесь от всего такого мутного, нелегального, непонятного, нечестного и непрозрачного. А лучше по жизни, в принципе, этого избегать. Знаете, сколько бы веревочка ни вилась, все равно конец близко. Никто ничего не застрахован. Да, есть примеры, когда люди могут там годами что-то нелегальное делать, да, либо незаконное, ну, мягко скажем, и их всегда проносит. Но потом все равно ответочка прилетает. Это не ваш путь. Не ваш путь, вам может так и не повезти. Смотрите, здесь может быть нарушение какое-то минимальное, да, либо отступление от закона минимальное, а последствия могут оказаться для вас глобальные, понимаете? Я вижу, что самосохранение, чувство самосохранения у вас работает, но вдруг, да, у кого-то немножко там проблемки с этим возникнут, да, или вы все-таки скажете, ладно, рискну один раз, либо кто-то вас начнет уговаривать. Вот вы эту цыпочку посмотрели не зря. Вам именно нужно было услышать, что ни в коем случае ничего незаконного, противозаконного делать вам нельзя, и особенно нелегального. Какие-то документы, может быть, бумажки, я не знаю, что-то вот этого нельзя, вообще нельзя. Оно того не стоит, девочки. Вот эта выгода, которую вы можете получить, она минимальна по сравнению с теми последствиями, которые могут прийти. Не сейчас, но потом. Жалеть очень сильно будете. Жалеть. Ох, ну я еще и закрою.
Но вы помните, да, помните и не делайте, пожалуйста. Так, с правой стороны. С правой стороны у вас рогатка вышла. Рогатка. Будете от кого-то отбиваться, явно. И отбиваться вы будете скорее как от каких-то... Давайте так, от какого-то навязчивого поклонника. Потому что здесь гусь рядом с вами стоит. Гусь этот не денежный, гусь этот похож на мужчину. Мужчина такой, знаете, вот будет за вами ходить, да, и громко причитать, что ты такая вот красивая, свела меня с ума, и вот я в тебя влюбился. А вы будете от него отбиваться. Не знаю, то ли мужчина вам это не нравится, то ли в принципе вы уже в отношениях. Но такой навязчивый парнишка, да, может быть, дяденька, будет за вами ходить и комплиментить, и соблазнять, что он там будет делать. Ну, гусь вышел. Как с гуся вода, да. То есть, в принципе, мужчина абсолютно бесперспективный, ну, по крайней мере, вашими глазами, но придется отбиваться. А слова нет, он не понимает. Девочки, вам такой еще совет тут идет. Если прям сильно настойчивый, и у вас есть какие-то задачи, проблемы, дилеммы, вы ему поручите, скажите: ну вот, ты жених, давай, помогай мне, выручай. Гоняйте его, да, пусть хоть какую-то пользу принесет. Так, еще. Какая-то маленькая птичка прилетит с очень приятными новостями. Новости, которых вы не ждете, не думаете, в принципе, что-то прям такое сверхъестественное произойдет. Но она прилетит, она маленькая, на колибри похожа. Может, кстати, связана с какой-то экзотикой, с другими странами, с людьми иностранцами. Но она приятная и летит к вам прям в руки. Может быть, она вам что-то принесет, как какое-то согласие, подарок, предложение. Да не обязательно кавалеры и поклонники, это могут быть и всякие бизнес-предложения. Ну, хорошая птичка, вас она очень порадует. Вы к этой весточке отнесетесь как к какому-то знаку, который вам как путь открывает, либо какое-то одобрение, либо как подтверждение, да, что вы все делаете правильно, что вы на правильном пути. Очень порадуетесь. Так, здесь сильный человек вас на руки берет. Угу. Решится какая-то ваша проблема. Проблема, которая у вас в голове и из-за которой вы в плохом настроении в последнее время, либо сегодня в плохом настроении. Да? Проблема, которая не отпускает, засела у вас в мозгу, и вы знаете, как молоточком так тык-тык-тык. Да? Немножко вы подустали от этой проблемы. Здесь сильный человек вас на руки берет, да? решит. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек, который либо физически, либо ментально сильнее, чем вы. И так может быть. Может быть, вы уже к кому-то обратились, а может быть, человек сам на вас выйдет. Да? Для вас это проблема, беда, горюшка, а для этого человека это так, ерунда. Да? Человек вот играючи, на руки вас берет, да? Играючи решит ваш вопрос. Может быть, это человек, наделенный властью, может быть, это человек действительно физически сильный. Вам шкаф нужно передвинуть, вы не можете. Придет к вам сильный человек и подвинет. Либо вам нужно какой-то документ получить, либо с чем-то рассчитаться, что-то сделать. У человека есть возможности, у человека есть ресурс, у человека есть связи, и он это все делает для вас. Вам будет очень приятно. Так, еще с мужчиной что-то тут решится, выяснится, прояснится, наладится. Да, главное слово наладится. Здесь с мужчиной вы как в какие-то перетягивание каната играете, да, какие-то у вас соревнования постоянные, притирка, соревнования, кто кого, кто правее, кто левее, кто сильнее, кто должен командовать, да, вот постоянно какие-то терки. Я вижу, что он очень устал от этого, он очень устал, и у него такой запрос пойдет, да, на спокойную, тихую жизнь, либо на очень прозрачные отношения, когда нет тайн, нет секретов, да, и все решается на общем таком совете, да, семейном совете. Даже если вы не в браке, да, но вы в паре, да, все можно решить. И вот он сам первый выйдет с такой инициативой, так и скажет: хватит нам с тобой бодаться.
Да? Надо жить, а не бодаться. Слушайте, вы так поразитесь его словам, насколько они будут взрослые, мудрые, и вот именно соответствовать той обстановке, в которой вы окажетесь. Прям волшебство какое-то. Мужчина на глазах и умнеет, и взрослеет. Вам это очень понравится. Вообще понравится то, что он поступит как настоящий мужчина. Не как юнец, да, мальчик в пубертате, а как настоящий взрослый мужчина. Это первые ласточки, девочки. Это не значит, что он прям вот он поменялся, он стал идеальным. Нет, это первые ласточки его перемен. И потихонечку, полигонечку все поменяется. Главное, что конфликт уйдет, напряжение между вами уйдет. И вот эти ваши дурные мысли уйдут. Тревожные дурные мысли. Так, а что еще выяснится? Выяснится, почему у вас проблемы на работе. Вот у кого-то точно есть проблемы, и проблемы достаточно неприятные. Понятно, что вы все разные, у каждого своя проблема. У кого-то клиент не идет, у кого-то там постоянно какие-то, ну там брачок идет, может быть даже там, начальник недоволен, там коллеги крысятся, да, ну, вот какая-то есть проблема. У кого-то бизнес застопорился, что-то есть. Выяснится причина. Я вижу, что вы с кем-то будете говорить, и человек вам так четко по полочкам прям раскладывает, да, в чем причина и что делать. Не могу сказать, кто этот человек. Опять же, вы все слишком разные, проблемы слишком разные. Кто-то пойдет к эзотерику, кто-то пойдет, ну, допустим, к кадровику, кто-то пойдет к начальнику, кто-то пойдет еще куда-то. Да? Вот вижу человека умного, грамотного, который дает вам толковый совет, который вам вот все точки над «и» расставляет и объясняет, что происходит. Вот. Главное даже не узнать причину, главное найти противоядие, да, вот этим всем неприятностям, и вы его найдете. Здесь будут изменения, и будут очень качественные изменения, очень скорые изменения. Вот пока вы причину не видите, пока вы ее не можете выявить, понятно, что вы не можете с ней бороться, а причина точно есть. И у каждого эта причина своя. Она решится, разрешится, здесь все наладится. Мало того, что наладится, так еще и улучшится. Особенно, если вы работаете с людьми. Вот здесь 100% улучшится. 100%. Еще выяснится персона. Лицо увидите, имя узнаете. Какая-то конкретика придет. Здесь человек долго капюшон носил, долго себя прятал. От этого человека, от рук этого человека вы пострадали, от действий этого человека вы пострадали. Вы не понимали, да, вообще, в принципе, человек ли это, либо это такие козни судьбы. А выяснится, что это человек, и лицо увидите, и имя узнаете. Смотрите, в этот момент, когда вы это все узнаете, то, что на вас было наслано, напущено, либо против вас сделано, потеряет свою силу. Потеряет свою силу. Вы, узнав этого человека, узнав все про этого человека, прям почувствуете облегчение, потому что то, что было против вас сделано, начнет уходить. Уходить, причем достаточно быстро. Сходить, уходить. Смотрите, у одних отыграется магия, у других отыграется сговор. Наговор, сговор. И даже, возможно, как подставляли вас, да, подстава была. Так, девушки, женщины, кто в паре, кто в браке, ваш мужчина вам в чем-то сознается, но он сознается так, знаете, четвертина наполовину. Он вам может рассказать, что якобы у какого-то его друга, женатого друга, либо в паре, да, ну, в общем, появилась там пассия, да, либо какая-то женщина пристает. Вот. Это он будет говорить о себе. Это значит, к нему какая-то женщина пристает. Значит, это не шутка, это серьезно. И надо его брать, ну, просто за причинное место и все выяснять. Пусть признается. Ну, девочка, дальше делаем по инструкции, да, как с этими приставучими пассиями разбираться. Ему хочется вам об этом сказать. И это, с одной стороны, тешит его самолюбие, что да, вот здесь женщина ко мне пристает. А с другой стороны, совесть мучает, да, что он от вас это скрывает. Он от вас скрывает. Он вас любит, девочки, он вас любит. Но в то же время, я еще раз говорю, да, тешит самолюбие. А есть такие хитрые женщины, которые, ну вот, знают, как правильно пристать,
как мужчине там в уши мед налить, чтобы он там сознание потерял от счастья, что он такой прекрасный и великий, и расслабился. Есть такое, у кого-то 100% есть. Так, еще решится у кого-то вопрос с работой. Решиться он может не только у вас, но и у вашего близкого человека. Здесь, смотрите, какой крошечный дракончик, очень милый, с маленьким таким крылышком, но это дракон. Дракон — это успех. Знаете, начинаете свой путь к успеху, либо то, чем вы совсем скоро займетесь, приведет вас к большому успеху. Драконы очень крутые. Я всегда радуюсь, когда в моих отсыпках выходят драконы. У вас он хоть и маленький, но в правильном положении и движется в правильную сторону. Значит, ни от какой работы не отказываемся, идеи свои реализуем и понимаем, что все закончится очень-очень успешно для нас. Если не вы, но ваш близкий человек чем-то начнет заниматься, поддерживайте до конца. То, чем займется этот человек, либо начнет заниматься, приведет его, либо ее к большому успеху. Так, еще у кого-то вопрос по поводу крыши решится. Ну, крыша над головой — это дом, это жилье. Вы все разные. Кто-то в поисках жилья, кто-то хочет приобрести, кто-то хочет продать, кто-то хочет арендовать. Да? Разные вопросы. Но вот крыша, она прорисовалась. Крыша, кстати, очень красивая, эстетичная. Да? Что-то необычное, нетипичное. Красивая крыша. И еще такие крыши говорят о том, что будет прям такой виток судьбы, когда ваш этот вопрос жилищный, он очень быстро решится, либо быстро разрешится, вот в одно мгновение. Возможно, где-то есть ваш вариант, и вы просто его найдете. Да? Те другие варианты не подходили, потому что они были не ваши. Судьба вам не давала. Вот, ведет именно к какому-то конкретному вашему варианту, который идеально для вас подойдет. Так, мои хорошие. Кому-то еще поездка идет, кому-то придется ехать. Причем ехать в какой-то спешке, собираться и ехать. Ехать вы будете слева направо, то есть неожиданное начало поездки, но поездка за чем-то нужным, важным, полезным, ценным. Ехать, скорее всего, вы будете на большой скорости. Обычно так самолеты летают, но, может быть, и какие-то скоростные поезда, да, либо гнать на машине на всех скоростях. Ну, во-первых, вы успеете, это первый момент, чтобы вы там сильно не нервничали. И второй момент, вы все правильно делаете. Вы все правильно делаете. Это что вы для себя знали. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.